15 ноября в Абхазии были введены веерные отключения. В первые несколько дней население страны 6 часов в сутки испытывало на себе все прелести жизни в доэлектрической эпохе. Разница состояла лишь в том, что до того, как Тесла изобрел электричество, а Эдисон – лампу накаливания, люди привычно пользовались свечами, лучинами, дровяными печками и жили в полном соответствии с сезоном и временем суток. Сейчас же, в век интернета, телевидения, смартфонов и умных бытовых приборов, когда каждый индивидуально распоряжается своим временем и имеет собственный график существования, введенный режим воспринимался тяжело. Он не только сбивал весь привычный уклад жизни, но и приносил физические неудобства. Люди мерзли в квартирах, в темноте собирались на работу, привыкшие всегда быть на связи друг с другом, не могли общаться посредством интернета, с трудом подчиняя свое ежедневное расписание с графиком отключений. К счастью, такой режим просуществовал недолго. Практически за 10 дней время отключений сократилось. Сначала на 4 часа, затем на 2. Сейчас мы все выдерживаем в сутки 2 часа без электричества, конечно, если этот график не нарушается авариями на линиях передач или на подстанциях. Нужно сказать, что, к сожалению, такие непредвиденные отключения происходят довольно часто, так как энергетическое хозяйство в республике в большинстве своем изношено и давно требует модернизации. Ответственность за энергетический коллапс возложили на майнеров, представителей полулегального бизнеса по добыче криптовалюты. На текущий момент фактически объем потребления электроэнергии данной категории потребителей варьируется в пределах 100 мегаватт. При том, что фактическая максимально допустимая возможность использования мощностей единого оператора составляет не более 40 мегаватт, и то не в зимний период. На каждом фидере, вот возьмем, к примеру, Вачимчиру, где 33 фидера, да, на каждом из них повышенные нагрузки. Мы пытались своими силами как-то за счет подстанции это все дело регулировать. Однако, вот, как вы справедливо заметили, вчерашняя авария показала, нагрузка на линии Ачигвара, в каком она состоянии, нам всем известно, превышала допустимую в разы. Это не только крупные потребители, да, а это вот, ну, практически там, через дом, в домах, в гаражах, в сараях. И 1,5 месяца, конечно, не тот срок, за который можно провести серьезную работу, а ее проводить надо. Действительно, согласно данным Черноморэнерго, из-за деятельности криптоферм в разы возросла нагрузка на энергосистему республики. 12 октября в Черноморэнерго создали комиссию по выявлению нелегально подключенных к сетям объектов. Ранее, 21 сентября 2020 года, в Абхазии постановлением Кабмина был отменен запрет на деятельность по добыче криптовалют. В этой связи правительство приняло решение частично допустить возможность использования данной мощности с целью легализации данного вида деятельности. До отсутствия платежей от деятельности майнинга, потому что такой категории потребителей в тарифе, который существует в тарифной политике, которая сегодня существует в рамках решений правительства, такой категории потребителей не существовало до того, пока мы в сентябре текущего года не ввели данную категорию как потребителя. Лица, занимающиеся майнингом, могли приобрести статус предпринимателя, зарегистрировавшись в качестве юрлица или ИП. Они должны были встать на учет в налоговом органе, а также зарегистрироваться в органе статистики и государственных внебюджетных фондах. Также майнеры должны были до 21 ноября подать заявление в Черноморэнерго о присоединении к электросетям и получить технические условия. Согласно постановлению, создавался и реестр электроустановок, предназначенных для деятельности по добыче криптовалют. Еще одним постановлением о некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики Кабмин установил специальный тариф на электричество для майнеров. Согласно постановлению, стоимость киловатт будет составлять как минимум 2 рубля 75 копеек. На слушаниях в парламенте, которые прошли 18 ноября и которые были посвящены энергетическому кризису в республике, вице-премьер-министр экономики Кристина Азган рассказала, какая работа проведена с момента принятия Кабинетом министров постановления о регулировании сферы майнинга. Она напомнила, что добыча криптовалют в Абхазии началась с 2016 года, развивалась хаотично в отсутствие правовых норм, которые регламентировали бы эту деятельность. Это привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии, спровоцировало
спровоцировав значительное увеличение нагрузки на энергосистему. В 2018 году было принято решение о запрещении деятельности майнинговых фирм в сетях РУП «Черноморэнерго». Однако запрет этот не принес результатов, так как он не был подтвержден запретом на ввоз оборудования. Ввиду отсутствия платежей от деятельности майнинга криптовалют, объем дебиторской задолженности значительно вырос, так как расчет поступлений должен вестись от количества отпущенной потребителям электроэнергии. И, соответственно, этот объем должен был быть отфиксирован в отчетности, как отсутствие оплаты населением. Отсюда значительное падение показателей собираемости, который и так находился на низком пределе. Общая сумма задолженности за потребленную электроэнергию, накопившаяся за весь послевоенный период, на сегодняшний день составляет порядка 1,8 миллиардов рублей. В том числе период образования значительной задолженности в период 2017-2020 годы составляет порядка 866 миллионов рублей. И абсолютно уверена, что вы догадываетесь, что практически большая часть этой задолженности была сформирована именно потребителями, которые занимались майнингом криптовалюты. Соответственно, 92% задолженности на сегодняшний день числится за физическими лицами. 16 ноября на совещании в Черноморэнерго руководитель госкомпании Михаил Логуа, обращаясь к сотрудникам предприятия, объявил срок для урегулирования вопроса – 2 недели. Специалисты Черноморэнерго должны были выявить и отключить нелегальных потребителей, тем самым снижая нагрузку на электросети. Всех поголовно актировать. Вам будут переданы списки, если вы ознакомились с приказом, надо его окончательно, ЛХАС, в нормальной форме передать на места. Энергосбыт прошу совместно с Натальей здесь, Шакая, передайте, пожалуйста, на места и в рабочую комиссию при Министерстве экономики передайте списки тех, кто к нам обратился и чьи документы находятся на рассмотрении. Этих людей просто предупреждаем о том, как и договаривались. Сейчас у нас пиковые нагрузки, мы должны от них уйти. Что сейчас они не должны работать, что они должны отключиться. Вторая категория людей, к которым вы сегодня подойдете и с пониманием воспримут всю сложность ситуации, мы готовы, хотя и сроки закончились, в виде исключения рассматривать и принимать и их заявки. Третья категория, которая до сих пор не понимает ситуации и будет игнорировать ваши обращения, их надо актировать, резать, отключать, без права повторного присоединения к сетям, без права вообще занятия этим видом деятельности. Блэкаут в республике вызвал волну недовольства населения. Социальные сети пестрили сообщениями об очередных отключениях, холоде в домах, отсутствии элементарных условий для жизни. Ситуация с майнингом катастрофически отражается на энергосистеме, считает общественный деятель Тенгиз Джопуа. Этот бизнес захватил все энергорезервы, которые были в стране. Майнинг, он возник сам по себе, получив удобную, благоприятную нишу, просто проник в страну. Надо было, мне кажется, более активно действовать руководству страны несколько лет назад, когда еще только-только появились зачатки. Но никто этого, никаких активных действий не предпринял. В конечном итоге мы имеем то, что мы имеем. Сейчас, в текущей ситуации, я думаю, что мое личное мнение, что единственное решение проблемы – это абсолютно полный запрет. Запрет, а потом уже, как только ситуация стабилизируется в энергосистеме, потом уже можно предпринять какие-то шаги, думать уже, по крайней мере, это где-то через года 4-5 можно уже рассматривать возможность, стоит этим заниматься или не стоит. Но в данный момент мы должны выходить из ситуации только путем запрета. Тем не менее, как считает Джопуа, доля ответственности за кризис лежит и на населении, которое все еще плохо платит за электричество даже по тарифу в 40 копеек. И на правительстве, которое в свое время не отреагировало должным образом на появление майнинга, а также даже на самом Черноморэнерго. Черноморэнерго у нас монополист в этой сфере. У нас других организаций, которые занимаются подобного рода работами, у нас и специалистов нет. Единственное, это они, кто может установить трансформаторы. Единственное, кто они, в конце концов, для того, чтобы поставить трансформаторы, необходимо подключиться к линиям, высоким линиям лэп-передач. Для этого необходимо отключать рубильники. Питание районов нужно отключать. Это только могут они.
Значит, они знали, они устанавливали, они видели, как этот рынок развивался, они его ощущали, потому что это проходило через них. Почему никаких мер не было предпринято в этот период, для меня остается загадкой. Может быть, они там докладывали руководству, но, по крайней мере, общество об этом особо ничего не знало. Рынок постепенно сам по себе развивался, не без поддержки, я думаю, что госкомпании «Черноморэнерго». И вот сейчас недавно в парламенте были слушания на эту тему, да, выступали и прошлые руководители, и нынешние руководители. И их позиция у меня вызывает недоумение. Где они раньше были? Это же, в конце концов, не обычные электрики включали. Никто не сможет подключить трансформатор. Трансформаторы завозили в страну. Неужели никто не понимал, зачем такое количество трансформаторов в Абхазии? У нас просто колоссальный объем силового оборудования ввезенного, силовых кабелей, которые были ввезены. Никто, ни одна служба, не только Черноморэнерго. Там и таможенные органы должны были проводить анализ, докладывать ситуацию о развитии проблемы. Правительство должно было предпринять меры. Парламент, в конце концов, должен был как-то реагировать. Ну, никому это не было интересно, потому что все были вовлечены в процесс освоения этого рынка. Все были заинтересованы. Видимо, поэтому. Потому что других причин нет. Майнинг как бизнес изначально формировался в Абхазии иностранными гражданами. Как отмечает Джопо, это были граждане Казахстана, Беларуси, России, которые имели определенные финансовые возможности. В Абхазии же на тот период, а это лет 5-6 назад, еще не были особо информированы об этой сфере деятельности. Эти люди именно завозили, искали здесь местных, которые сперва так, условно говоря, крышевали этот бизнес, контролировали работу этого оборудования, а потом постепенно это уже начало просачиваться к местному населению. Сейчас я думаю, что очень много людей, которые проживают вне Республики Абхазия, вообще иностранных граждан, которые имеют собственное оборудование на территории страны и пользуются энергопотенциалом Абхазии. И значительная часть прибыли, вот эта маржа, которая собирается от работы этого оборудования, они забирают себе, какой-то мизер остается местному населению. Ну и, конечно, большой, наверное, прирост есть и самих абхазцев. Абхазцы тоже научились этим пользоваться. По оценке таможенного комитета, если вы помните, там вот цифры даются до 100 тысяч, там не очень много. Но в действительности, я думаю, что оборудование на территории Абхазии значительно больше, чем мы предполагаем. Я думаю, что у нас около 300 тысяч единиц майнингового оборудования, потому что вот только в Ачимчирском районе от 30 до 50 тысяч. Это вот просто по предварительным подсчетам. А у нас еще есть и Гудаутский район, в котором там также активно развивался этот вид бизнеса. Есть у нас Гагрский район, Сухумский, Кольрывский. Там тоже большое количество оборудования устанавливалось. Есть, в конце концов, Гальский район, который там в самом Гальском районе созданы чуть ли не целые кластеры этого оборудования. В эти дни сотрудники Черноморэнерго иногда совместно с представителями МВД проводят регулярные рейды по отключению нелегальных установок по добыче криптовалюты. В ходе этих рейдов было обнаружено и отключено от сети немало таких объектов. Мониторятся и ранее отключенные мощности на предмет повторного незаконного подключения. Службы РУП Черноморэнерго подготовили и отправили в комиссию по выявлению незаконных подключений список фидеров, подлежащих дальнейшей проверке. Он составлен с подробной расшифровкой по населенным пунктам и улицам. Ежедневно Черноморэнерго на своей странице в Фейсбуке приводит данные об отключениях. К примеру, за период с 16 по 23 ноября по всем районам республики было отключено мощностей примерно на 46 с лишним мегаватт. Ситуация с незаконными подключениями отслеживается службой распределительных сетей РУП Черноморэнерго. Как происходит фиксирование нарушения, а также производят отключение мощностей, мы смогли понаблюдать в Гуль-Рипжском районе. У нас в Гуль-Рипжском районе 4 основных подстанции. Вот мы видим здесь, значит, подстанция Дранда, вот все его нагрузки, подстанция Гудзера, все его, нашей федерации, все нагрузки, подстанция Варча, это в районе Аристонкина, это находится все нагрузки, и подстанция Сухум 220, это в Мерхиуле находится. И мы вот записываем, каждый день я вот записываю показания наших фидеров, то есть нагрузки наших фидеров, и сравниваю. На второй день увеличилось, уменьшилось. Если увеличился, значит кто-то там сел, и мы это проверяем. Значит, майнер кто-то включил. Но незначительное увеличение, это уже бывает от холода там,
еще от напряжения зависит. Вот. Кого мы на сегодняшний день отключили, на сегодняшний день, я вот сегодня уже выбирал, никто из них не включился, все держится нормально. Свое слово ребята все сдержали. Эту программу в помощь энергетикам предоставили недавно. Красным цветом здесь обозначены предельные нагрузки. 165 ампер. Это значит о том, что этот фидер уже перегружается, перегружен. Вот центр Дранды. Видите, написано фидер номер 11, Дранда. Сейчас как мы закончим вот эти большие майнеры, а потом будем ходить и проверять по домам. У кого 10, у кого 5, у кого 15. Вот фидер Ассир самовольно, сам отключился хозяин этого на фидере Ассир. Было 100 ампер, а сейчас, видите, 15 ампер. Вот есть толк. На момент нашей беседы в Гулерыбском районе было отключено мощностей на 6500 киловатт. Оставалось обеспечить еще около 4 с небольшим мегаватт. Мы выехали с бригадой энергетиков, чтобы посмотреть, как отключаются объекты майнинга. Что это у вас в руках? Это электрический прибор, электроклещи называются, значит, для замера напряжения и силы тока потребителя. Вот так раскрывается, жилу обхватываем, показывает силу тока и, соответственно, узнаем нагрузку потребления электроприборов. Процесс шел не очень быстро. Хозяев в основном не было дома. Мы ждали, когда они приедут, но и в этом случае они не желали находиться в поле зрения журналистов. Еще нам не повезло с тем, что мы попали на отключение света. В этом случае данный прибор был бесполезен. Но, как оказалось, и при отсутствии электричества специалисты могут рассчитать мощность, которая была затрачена этим майнинговым объектом. Параметры потребления. Можно количество приборов посчитать и, соответственно, по заводским параметрам вывести общую мощность потребления того или иного объекта. То есть вас это не задерживает? Абсолютно. На объект майнинга бригада приезжает без предупреждения. Хозяина оповещают и вызывают уже на месте. После владелец объекта подписывает акт об отключении. В большинстве люди уже все знают, что идет такой процесс отключения всех объектов, всех майнинг-ферм. И они-то, наверное, ожидают, что к ним приедут. И, в принципе, они готовы к этому и спокойно относятся. И таких особо конфликтных ситуаций у нас не было. Люди с пониманием подходят к этому процессу. Не бывает вот каких-то конфликтов, там, не знаю, ругаются люди, протестуют? Ну, конфликтов нет, но люди высказывают свое недовольство. Вот есть случаи, да, они как бы свое понимание, свое видение говорят. В том плане, что вот люди вложились в это дело, закупили там нужное оборудование, начиная от трансформатора и самих аппаратов, как бы мотивируя тем, что им, ну, как бы государство это, скажем так, изначально разрешило, а потом запретило. Как бы вот этим вот они нас упрекают, но в итоге они понимают, что все-таки на данный момент надо отключить, и они не сопротивляются. Один из объектов майнинга в селе Мерхиул. Объем потребляемой мощности, судя по кабелю, составляет около 70-80 киловатт. На этой линии сидит около 50 абонентов. Технически самостоятельно подключиться несложно, сказали специалисты. Это можно сделать, просто отключив рубильник на подстанции. Мы вместе с инспекторами дождались хозяина. Отключили у вас здесь рубильник, скажите, вы вообще расстроены? Очень. Потому что нам все время никто ничего не говорил. То есть мы очень большие расходы сделали, поставили все. И когда мы уже подключились почти везде, это не я один. Это полнаселения, наверное, Абхазии даже больше. А сейчас приходят, просто начали отключать. Ну это, я думаю, для страны даже будет очень плохо. Хотя говорят, что света не хватает, но все равно что-то надо было придумать, наверное, по минимуму, я так думаю. Потому что люди как-то очень много реально вложили в это. Но, тем не менее же свет отключают. Это же как вы к этому факту относитесь? И сами же тоже страдаете или как? Конечно, мы страдаем, но мы 3 года тому назад тоже, когда майнеров у нас не было, мы также страдали, по 2 часа выключали 2 раза в день, правильно? Тогда же майнеров не было. Это же все знаем, которые живем, правильно? Когда 2 года тому назад, допустим, люди, может быть, с большими деньгами, они могли эти майнеры завести, но не в больших количествах.
Правильно, очень мало тогда было, оно не мешало. Но все равно выключали свет. Да я себя с детства помню, что по 2 часа каждый день, в день 2 раза выключали. Это не 3 года тому назад. Мы так выросли в этом. Сегодня просто это зацепилось на майнере и просто так сделали, и все. Вы так считаете? Я уверен в этом. Ну, нагрузки говорят об обратном. Ну, нагрузки говорят об обратном, да, потому что провода у нас старые, реально по 70 лет им. Но то, что мы даем деньги, допустим, вот на эти майнеры мы ставим, платим денег, вот эти деньги, если собирать и влаживать в провода, в новые что-то, столбы, я думаю, можно за 2-3 месяца вообще исправить. Потому что если все платят, я не знаю, я за себя говорю, что я платил всегда. Если все платят, то вообще, я думаю, у них особо проблем не будет это все изменить. У вас счетчик стоял? Да, стоит счетчик. У вас тариф тоже 40 копеек? Нет, 80 копеек. Если ИП, то 80 копеек. Еще такой вопрос. Когда вы подключались, вас официально подключали? Подключился сперва нет, но потом все официально. Да, вот так. Что вы сейчас будете делать, вот ваши ближайшие шаги после того, как вас отключили сейчас? Сейчас не я один, мы так многие просто совещаемся и думаем, что будем делать. И еще в сторону тоже смотрим вообще, что вообще народ тоже говорит. То есть мы с народом. Если народ решит, то мы первые с ними. Пытаетесь получить разрешение по, как бы, легализовать вот этот свой бизнес, свою деятельность? Что вы для этого сделали и получили ли вы уже ответ? Нет, мы как раз ждали ответ, сделали тех условия, все ждали ответ, но нам сейчас сказали, ну пока ничего, что не могут сделать, потому что в стране прям как будто бы хаос со светом, и вот ждем, не знаю, до мая или до какого месяца ждать, но все вместе будем ждать. Я думаю, по закону будем ждать, а так что будет, посмотрим. А что вы сделали для того, чтобы легализовать вот эту свою деятельность? Какие-то документы вы уже все собрали? ИП, тех условия, ИП фирму, была фирма, на эту фирму тех условия создал, и вот официально просто включился. Но тех условий не указывается, там, майнер или что. Вот мне дали свет, я вообще так считаю. Если у меня есть, допустим, 30 киловатт, официально, допустим, да, на мою гостиницу, я так считаю, что я хочу майнер ставлю, хочу печку ставлю, хочу в холоде буду сидеть, ну, майнить буду. Я считаю это вообще правильно, и я считаю неправильно то, что запрет полный. Надо просто как-то узаконить, чтобы человек, если дома включает у себя, допустим, да, 5 штук, он не включает печки, он включает это, значит, он, ну, может же он, я так считаю, не знаю. Итак, с 26 ноября продолжительность отключения электричества по графику теперь не превышает 2 часов в сутки. По мнению главного инженера Черноморэнерго Тимура Кация, это произошло благодаря работе по выявлению и отключению майнерских хозяйств. Отключение электричества раз в сутки расценивается положительно. Конечно, в сравнении с 4- или 6-часовым не только жителями, но и энергетиками. Устаревшее оборудование отечественной энергосистемы плохо реагирует на частое вмешательство. 3-4 раза в день вот такой выключатель отключать, это 6 раз, понимаете? С 70-го года, 74-го года этот выключатель, он давно свою исчерпал. Но когда ты его мало эксплуатируешь, в смысле вот делаешь операции, он еще проработал бы, не знаю, там. А вот за последнее время он, настолько мы его посадили, да. Внутри взрыв был, все ночью пришли, поменяли, вообще все, масло вылили. Вот в одном баке 9 тонн масла, вот это все слили, да, все потроха внутри поменяли, собрали. Но таких запчастей нет. Из того, что собрали, тоже не из нового. Потом замеры идут. Замеры тоже на грани были. Рискнули, включили, что делать, людям свет надо давать. Вот в обед опять, так скажем, накрылся. Это подстанция Дранда. В таком же состоянии или аналогичном, чуть лучше, чуть хуже, много подстанций? Достаточное количество. Ну, какое-то количество прошли вот по инвестпрограмме реконструкции, там все это самое нормально, но в основном большее количество полностью и по мощности, и вообще по состоянию вот этого оборудования 50-х, 60-х, 70-х годов, которые износили себя полностью, давно уже. Понимаете, вот это своими силами Черноморэнерго за эти крохи, что мы собираем, закупить один выключатель мы не можем, на зарплату мы не можем собрать с сегодняшними тарифами, о котором Черноморэнерго уже 10-15 лет караул кричит, и никто навстречу не идет. Ну, наверное, сейчас будет понимание, я так думаю.
Пока напряжение в сетях остается достаточно слабым, нагрузки на сети растут из-за естественного похолодания. Но не исключается и то, что объекты, однажды отключенные, вновь самостоятельно подключают. Если на месте, там, условно говоря, рубильник отключили, запломбировали, и если запломбировали, да, взять, снять и включить опять рубильник, это так, условно, смотря где как включено. Все возможно сегодня. И специалисты не обязательно, вот все на Черноморэнерго валят, но не обязательно сейчас все специалисты, поверьте мне. Это если к высокой стороне подключается, без Черноморэнерго, без отключения нет. А если уже трансформатор там стоит и по низкой стороне подключается, ну, элементарно. Элементарно это любой немножко с 8-классным образованием может это подключить и сделать. Я говорила с майнером одним, да, который согласился поговорить. Он сказал о том, что я с детства помню, что у нас выключали свет. И я, говорит, не верю, что только мы виноваты в том, что свет сейчас отключается настолько часто. Разные причины выключения света было. Это я тоже, я сейчас не буду, я почти 40 лет в энергетике. И почему отключали, что отключали. Это было перед развалом СССР, когда переток оттуда, все это, короче, разваливалось, вот тогда были отключения. Но не из-за перегруза наших подстанций. Я это абсолютно могу с уверенностью сказать. Тогда, когда все работало, и энергетика, и промышленность, все, вот таких нагрузок, как сегодня, близко не было. Сегодня Черноморэнерго не выдает на руки ни одно разрешение на майнинг. Идет рассмотрение поданных заявок, некоторые уже одобрены. Но в основном заявки отклоняются из-за ситуации с энергохозяйством на местах. По крайней мере, до конца ремонта на Энгургэс. При выдаче разрешения будет учитываться степень перегрузок на фидерах, состояние сетей, а также насколько из-за майнинга может пострадать население. Кое-кто переживает, обычно это в социальных сетях пишут, что нашу энергетику могут отдать на откуп России. Иногда вот, откровенно говорю, хочется все бросить и уйти, вот, начинают умничать люди, которые вообще, пришли и начинают открыто политизировать. Они не устали, им не стыдно это уже. Я больше скажу, энергетика за последние годы ушла назад на несколько лет. Это я могу пойти в церковь поклясться, что это так. И все мои вот в окружении мое подтвердит это. Другое дело, что когда вот еще 10 лет, или там я уже не помню сколько лет, когда поднялся вопрос о тарифах, к сегодняшнему дню, ну, это уже бы, ну, понемножку добавляли, по чуть-чуть, незаметно, и тогда это политизировали, и вот пришли к тому, что мы пришли. Но без помощи, ну, скорее всего, какие-то инвестиции должны быть, какие-то это самое. Это не значит, что мы должны это продать или отдать, это пускай не думают. Россия во многих областях нам помогает, и что теперь? Они знают нашу ситуацию, надеюсь, помогут. Для реорганизации отечественной энергетики необходимы большие вложения. Сейчас идет взаимодействие по решению этого вопроса с Российской Федерацией. По подсчетам российских специалистов, которые приезжали с проверкой состояния объектов энергетики в Абхазии в августе этого года, необходимо более 4 миллиардов рублей для простого поддержания отрасли, не говоря уже об ее развитии. Деятельность по отключению объектов майнинга будет продолжаться. Пройдет и повторная их проверка. Посредством этих мер можно будет вернуть потребителям еще часть потерянной электроэнергии. Однако, по словам руководителя РУП Черноморэнерго Михаила Логуа, никаких материальных запасов у предприятия нет. Уровень собираемости оплаты за электроэнергию с физических лиц около 30% от общего числа. И это лишь одна из причин нынешнего состояния энергетики. Есть и другие, которые множеством причин сливаются в одно большое следствие и оставляют всю отрасль под напряжением.